Друзья, приветствуем вас на подкастах Министерства юстиции. Сегодня мы говорим о демократизации в сфере образования, науки и инноваций. Наш гость Пак Вячеслав Вячеславович, заведующий отделом по экономическим вопросам Национального института стратегических инициатив при президенте Кыргызской республики. Здравствуйте, Вячеслав Мырза. Здравствуйте. Если объяснить простыми словами, зачем Кыргызстану понадобилась такая масштабная реформа в сфере образования? Спасибо за приглашение. На самом деле сейчас для меня честь большая говорить о вопросах дебюрократизации в сфере науки, образования и инноваций. Чтобы вы понимали, сейчас проходит не просто техническая корректировка, нормативная или иная. Сейчас НИСИ перестраивает, рассматривает новую архитектуру будущего образования, науки и инноваций. И отвечая на ваш вопрос, сегодня нужно нам взглянуть, соответствует ли наша система образования, науки настоящему, отвечает ли на требования современности. И в обществе возникает вопрос, что есть некоторые вопросы к существующей системе. В этой связи в рамках дебюрократизации осуществляются некоторые реформы, о которых я уже подробно расскажу в ближайшее время. Одно из ключевых решений этого года, наверное, да? Создание двух новых министерств. Это Министерство просвещения и науки и высшего образования и инноваций. Почему система разделилась именно так? Можете объяснить, пожалуйста? Да, решением Кабинета министров, решением президента было принято такое решение о разделении. И как было на самом деле раньше? Одно Министерство образования и науки отвечало сразу и за дошкольное образование, школьное образование, университеты, наука и так далее, научные открытия. И, конечно же, когда нагрузка на одно министерство, то где-то при реализации определенных норм решения принимались медленно, ответственность размывалась. Очень большой блок работы, широкий и массивный. И здесь возникает вопрос и необходимость разделения на два министерства, которое первое будет отвечать за Министерство просвещения, за дошкольное и школьное образование, то есть за то, как ученики, школьники будут в дальнейшем строить свою жизнь, где главными должны быть стандарты, где главными также является, помимо стандартов, воспитание и навыки и умения базовые. Студенты, университеты, наука – это сегодня уже в рамках полномочий Министерства науки, высшего образования и инноваций. Школа – это социальное явление, стандарты, воспитание, доступность. Университеты – это вопрос конкуренции, честной конкуренции, где институты, лаборатории, инновационные центры должны действовать не по инерции, а быть полноценными участниками, флагманами, игроками на региональном уровне, где будут решаться вопросы финансирования, финансового развития в целом, вопросы интеграции в мировое пространство. И когда отдельное министерство может позволить себе определить стандарты для таких университетов, лабораторий, инновационных центров, и эти инновационные центры поймут, что они являются частью большего, и можно развиваться, масштабироваться, учитывая честную конкуренцию в науке, в высшем образовании, вот тогда будет эффект и результат. Откуда возникло это требование? То есть это требование современности, требование власти, либо требование
Я понимаю разделение, но в целом в моем представлении это можно было бы сделать в рамках одного министерства, например, разделив на департаменты, либо расширив штат, да? Обычный пример, простой пример. Какой организацией управлять проще? Где работает 30 человек или где работает 500 человек? Определенно 30. И ответственность закрепить проще. Угу. И скорость выполнения задач увеличивается в разы. Угу. Соответственно, если мы увеличиваем штат одного министерства, он становится менее гибким в принятии решений. Как показывает практика, нормотворческая практика, законодательная и в целом работа министерства и ведомств, здесь вопрос стоял оперативность принятия решений, при этом качество и забота обо всех заинтересованных участниках этого процесса. Школьники, учителя, администрация школ, студенты, университеты и министерства. Поэтому, учитывая весь этот процесс и всех заинтересованных участников этих правоотношений, было принято важное решение разделить это министерство на два, чтобы увеличить скорость принятия решений, улучшить качество их работы и закрепить четкие стандарты и зону ответственности. Спасибо, да, понятно. А эту сферу НИСИ, оно мониторит? Ну, например, вы же только что за кулисье рассказывали о том, что какие-то плоды мы начнем пожинать через несколько лет, да? Какие-то мониторинговые работы НИСИ проводит в этом плане? Да, отличный вопрос. В рабочем порядке мы проводили на горизонтальном уровне и на вертикальном уровне работы со студентами, проводили беседы, то есть чтобы от первоисточника узнать, какие есть проблемы, какие могут быть решения также. У нас очень много талантливой молодежи. Поговорили с учителями в школах, с директорами школ, поговорили с сотрудниками министерства и руководством министерства. И вот, собрав весь этот объем, массив данных, было принято решение, вот то, что мы только что и обсудили. Помимо этого, сейчас также ведется параллельный мониторинг этой работы, действительно ли то, что есть на бумаге, реализуется ли это в жизни. Потому что бумага — это бумага. На бумаге все ровно, красиво, но за бумагой стоят живые люди, которые каждый день учатся, работают, стараются, трудятся. И мы ведем эту работу и смотрим, действительно ли есть эффект. По итогу определенных периодов мы готовим отчет, отчитываемся в рамках межведомственной рабочей группы по дебюрократизации. Вот стараемся объяснять гражданам, что есть результаты. И на самом деле результаты есть, положительные уже по многим направлениям. Когда принимается закон, постановление соответствующее, вот 2 министерства появилось. Представьте такой пример по аналогии. Вы купили телефон, вот создали министерство. У вас телефон. Вы же телефон будете настраивать под себя, чтобы он был вам удобен, да, чтобы конечно. скорость работы с телефоном именно увеличилась для вас, было удобно, и чтобы не страдало качество, чтобы при этом вы могли сразу найти нужное приложение, звонок, СМС и так далее. Сейчас принята нормативная часть, министерства созданы, и идет внутренняя настройка работы, стандартов, инструкций, методологий, которые постепенно в ближайшем будущем будут показывать свой эффект, положительный эффект. Говорить о том 100%, на 100% какой эффект мы не можем, потому что это дело времени. Решение принято, идет настройка министерства, как настройка телефона, которым пользуется каждый из нас с вами. Спасибо. Еще одно изменение – это преобразование Национальной аттестационной комиссии в Высшую аттестационную комиссию при новом министерстве. Для начала можете раскрыть, чем вообще Национальная аттестационная комиссия, НАК, и Высшая аттестационная комиссия, ВАК, занималась?
Отличный вопрос. Здесь Национальная аттестационная комиссия, которая по наименованию была ранее, и Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки, высшего образования и инноваций сегодня главный акцент, чтобы деятельность велась в рамках определения стандартов, разработки этики, чтобы упростить и создать простые и понятные правила для молодых инновационных ученых. Потому что в науку нужно привлекать молодежь. И чтобы привлечь молодежь, нужно создавать всем понятные правила, где каждый документ, который нужно защищать или прилагать к выходу на защиту, он должен быть понятным, простым для ученого, аспиранта, соискателя. Конечно, здесь вопрос не стоит, что нужно прям убрать все стандарты и убрать требования. Они должны быть, потому что мы должны получать квалифицированных ученых, которые будут иметь степень кандидата наук или доктора наук. Что это говорит бенефициару, получателю, да? Например, я подаю на кандидата наук, скажем так, да? Эти изменения, они на мне как-то отразятся? Мне станет легче это сделать, получить кандидатскую или что? Как? Вам, как аспиранту или соискателю, сегодня будет намного проще выйти на защиту, потому что исключены некоторые, так скажем, дублирующие функции, некоторые функции, которые на сегодня, например, можно заменить другими процедурами, цифровизацией, например. Да, есть моменты, где, чтобы выйти на защиту, раньше нужно было сдавать кандидатский минимум. Сегодня такое требование, оно исключено. То есть человек, он пишет статьи, он набирает определенные баллы в зарубежных изданиях, в отечественных. Вот, и также он должен соблюдать определенные требования, чтобы выйти на защиту. То есть процесс выхода на защиту, он упрощен. И по времени тоже сокращен. Раньше были определенные периоды времени, которые нужно выдержать, чтобы выйти на защиту. Сегодня такие требования, они исключены. Вот. Помимо этого, относительно вопроса нострификации, то есть признания ученых степеней, например, PhD, доктор философии. За границей наши молодые ребята могут заканчивать университеты, когда они потом получают доктора философии, это PhD, да, на английском. И здесь не всегда, но были случаи, возникали ситуации, когда нужно было доказывать свою профпригодность. Да, кстати, я слышала на одном из заседаний депутат, по-моему, Эльвира Сурабалдиева поднимала этот вопрос, что у нас не признаются PhD. На самом деле у нас раньше они признавались, и сейчас они признаются, просто процесс немного работы поменялся. Высшая аттестационная комиссия сохранила и сохраняет всегда статус авторитетной организации, авторитетного учреждения, так будет правильнее. Сегодня на площадке Высшей аттестационной комиссии как раз проводится процесс нострификации, то есть признание ученых степеней доктора философии, как сейчас. Есть список, международный рейтинг университетов. В этот топ университетов, если входит тот университет, где оканчивал наш гражданин или любой гражданин, то мы автоматически Кыргызстан признаем такую высшую академическую степень доктора философии, PhD. Если гражданин окончил вуз, университет, который не входит в этот топ, то у нас включается процедура нострификации. Это тоже важная процедура для того, чтобы не было, так скажем, дипломов подделок. Здесь мы ставим
во главу угла вопрос безопасности, вопрос правды, вопрос качества, что диплом, он должен быть действительно проверенным и достоверным. Да, есть такие моменты, когда вуз не попадает в топ, или это новый вуз, университет международный, конечно, его в топе сразу не будет. И вот для таких выпускников таких университетов у нас сегодня работает нострификация. Она работала и раньше, и действует сегодня. Только процедуры поменялись. Получается, механизм уже настроен, да? Да, механизм настроен. И механизм автоматизирован для выпускников тех университетов, которые уже есть, которые входят в топ, международный авторитетный топ, который признается во всем мире. Хорошо, поняла. Спасибо большое. Еще одно новшество, которое, скорее всего, было принято с молодежью чуть-чуть настороженно, прекращение набора на заочную форму обучения на базе школьного образования. Откуда возникла такая идея и почему она принята? В последнее время один из самых обсуждаемых вопросов. Тут нужно сразу разграничить два момента. Заочная форма обучения и дистанционно-цифровые образовательные технологии. По факту, как было раньше, заочная форма обучения, мы можем там заниматься своими делами, но обязаны приезжать на определенный период времени и обучаться каждый день там в университете. А потом обратно уезжаем и работаем, занимаемся своими делами. Но здесь вопрос-то, а качественно ли это? Возможно ли человеку в течение 2 недель объяснить и рассказать тот материал, который объясняют в университетах очного формы обучения в течение полугода или одного учебного года? Можно получить какие-то направления для того, чтобы самообразованием заниматься, но... Согласен. Но опять же, здесь вопрос стоит качество обучения, чтобы диплом не был при окончании, чтобы диплом не был просто бумажкой, которую купили официально через кассу заочного обучения. А вот вопрос дистанционных образовательных цифровых технологий, ведь это у нас с вами может быть ежедневное обучение через платформы цифровые, телефон, ноутбук, компьютер. Заниматься можно параллельно своими задачами, можно находиться дома, никуда не ехать, но при этом обучаться дистанционно. Скорее всего, большинство студентов, наверное, бы не бросали свою учебу, если бы дистанционное образование уже было бы. Да, и это веяние времени. Ведущие университеты мира, они предлагают дистанционные образовательные технологии, где выдают в итоге такие же дипломы, как и студенты, которые действительно обучаются прямо в кампусах, очно, каждый день. Но все-таки студенты — это молодежь, и молодежь имеет свойство нет-нет, увиливать от учебы. В этом плане интересно, возможно будет защититься учителям, например, да? Чтобы это не был дипфейк. И вот здесь очень хороший вопрос. Уже, видите, мы и переходим к вопросам алгоритмов настройки, как с телефоном. Мы настраиваем уже внутренние процедуры работы. И вот здесь, когда мы говорим про дистанционные образовательные цифровые технологии, нужно, чтобы были стандарты, которые обеспечат качество, борьбу с дипфейками, чтобы имелась возможность контроля студентов и реального живого присутствия каждого участника. Не формальное присутствие, а действительно участие живое по видеосвязи. Вот. И это уже стандарты, и это уже обязательства учителя, преподавателя, который будет соответствовать и выполнять условия стандартов. То есть будет разработано специальное приложение для такого обучения или как? Вопрос открытый. Как это будет работать, это уже вопросы к
практика применительной части министерства, Мгм. какие стандарты разработаются, как это будет осуществляться, но есть главные принципы, чтобы это было качественно, чтобы это было максимально достоверно в части присутствия каждого участника лекции, семинара, ну вот, без подмены, вот, и, соответственно, без дипфейков. Как вы думаете, по вашему личному мнению, когда оно примерно встанет на рельсы, такое обучение? Ну, как показывает практика, это ближайшие несколько месяцев нужно будет разработать соответствующие стандарты, но при этом, опять же, учитывая, что этот запрет, он вводится на 2026-2027 учебные годы, именно с этого периода, поэтому у нас есть время. То есть еще не факт, что заочную форму обучения вообще убрали, а это только на 2 года, да, будущий запрет стоит. Я правильно вас поняла? Отдельно есть постановление, которое предусматривает пилот. Вот скоро мы получим итоги этого пилота на заочную форму обучения на несколько специальностей. Ну вот, в целом, если в рамках указа президента мы будем смотреть, то там четко написано 26-27 год. Но, опять же, наша система законодательства так устроена, что она прогрессивная и очень гибкая. И поэтому, если мы увидим, что действительно есть какие-то негативные факторы, то мы, конечно, можем это все подкорректировать и под запросы студентов, преподавателей, министерства это все будет, конечно, корректировать. Вот. А есть примеры других стран? Вот я вам привел примеры мировых университетов. Нет, имеется в виду в именно такой Гарварде, в структуры. Оксфорде. Прям так и обучаются дистанционно. Мы с вами можем, находясь в Кыргызстане, поступить в Гарвард, в Оксфорд и обучаться дистанционно, либо на курсах, на платной основе. Есть бесплатные, есть платные платформы. Вот, и получать такой же диплом по итогу. Если в мире уже механизм как-то уже встал на рельсы, то есть он уже работает, то его, в принципе, перенять на нашу страну, думаю, с небольшими там доработками не так сложно, да, наверное? Да, учитывая, что в каждой стране есть свои особенности, проблем не возникнет. Смысл простой. Если ты учишься и дистанционно обучаешься, ты должен получать качественное образование, а не просто отметку в зачетке. И по вопросу о том, что вы учитель, вот эту сторону вашей жизни раскройте нам. Да, спасибо. Я на самом деле имею опыт преподавания, и это уже даже хобби. На самом деле преподавание — это хорошая вещь, которую я рекомендую каждому. Когда ты что-то объясняешь студентам, ты стараешься подготовиться и объяснить это так, чтобы студенты поняли, воодушевились. И главная задача преподавателя — это зажечь искру. Когда ты умеешь зажечь искру в умах студентов, становится более конкретной твоя жизненная цель. Каждый должен делиться знаниями. Если по долгу судьбы нам приходят знания, то мы должны этими знаниями делиться. Быть учителем очень тяжело, тем более сочетать преподавательскую деятельность с работой в НИСИ, зная нагрузку, какую вы несете в НИСИ, очень сложно. Вам нравится ваша работа? Мне нравится моя работа. Я считаю, что каждый человек должен любить свою работу. Если работа не нравится, зачем ты на ней работаешь? Да, бывает по вечерам, конечно, как мы все люди, устаем. Выгораете? Нет, не выгораем. Скорее всего, это просто завершение очередного интересного, плодотворного, продуктивного дня. Утром встает солнце, и это приносит радость и воодушевление. Для улучшения жизни в стране, в своей семье. И, кстати, интересное наблюдение. Я вам об этом не рассказывал, раз уж пошел такой разговор. Вечером после работы еду и смотрю на наших граждан, которые едут в автобусе. Каждый загружен своими делами. Кто-то после учебы, кто-то после работы думает о семейных вопросах.
наши граждане, которые трудятся и живут. И на самом деле, как часто госслужащие задумываются, вот ту работу, которую они сделали сегодня, тот вклад, который госслужащий внес в качество своей работы, как отразилось на наших гражданах, как мы оцениваем свою работу, сделали мы какой-то полезный вклад в улучшение жизни наших обычных граждан. И если чем чаще мы будем задумываться, каждый госслужащий, кто имеет отношение к госслужбе, какой вклад мы делаем каждый день в улучшение жизни наших граждан, я думаю, каждый поймет свою ценность. И каждый поймет, находится ли он на своем месте, работает ли он с удовольствием, или ему нужно заняться чем-то другим. Да, согласна с вами. Последний вопрос. Вот посмотрим на все эти реформы, дебюрократизацию чуть шире, вот сверху, да, и вот как сотрудника НИСИ, скажите, как НИСИ оценивает значение этих реформ для страны в сфере образования, если... Такой важный момент, нужно сказать, не как эксперт, а как гражданин. Любая реформа на бумаге — это текст. В жизни где-то болезненно. Сейчас учителя, преподаватели, студенты, ученые проходят период неопределенности. Поэтому наша задача, как Национального института стратегических инициатив, объяснить, поддержать, вынести на общественное обсуждение, общественный диалог те моменты и результаты, которые мы получаем в настоящее время. Не просто принять и забыть, а мониторить, открывать те моменты, которые люди не видят в силу занятости, это нормально, и как можно чаще взаимодействовать с людьми, с заинтересованными сторонами, понимать и поддерживать. И совместными усилиями продвигать это все вперед. И вот если мы все, общество, государство, бизнес, выдержим этот переход, то на самом деле выиграют все. У бизнеса будет более подготовленный работник, у государства будет качественная мобильная операционная система работы, допустим, у родителей и детей уверенность в будущем, что диплом, который получит их ребенок, он будет как минимум, да, квалифицированным, и его диплом будет востребован. И ребенок добьется успеха. Да, спасибо, заставили прям задуматься вашими словами. Спасибо за интервью, Вячеслав Вячеславович. Это был подкаст Министерства юстиции. С вами были Вячеслав Пак, заведующий отделом по экономическим вопросам Национального института стратегических инициатив, и я, ведущая Джилдыз Чороева. Оставайтесь с нами.